Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Спасибо вам большое за вашу поддержку и за участие. Сегодня мы расскажем вам о нашей особенной девочке, которую зовут Джесси. Забрали мы ее более 2 лет тому назад. В группу прислали видео, где она сидит на холодном бетонном полу с вытянутыми лапками. Мы даже сначала не поняли, почему она так неестественно сидит. После того, как свозили в клинику, выяснилось, что у нее была операция и был двойной перелом бедренной кости. Ей поставили штифты, которые впоследствии не удалили. И у нее изменилось сопоставление суставных поверхностей и деформировались лапки. Плюс у нее развилась дисплазия тазобедренных суставов, и поэтому теперь у нее лапки не сгибаются. После полного обследования выяснилось, что у Джесси венсаркома, и нам назначили несколько сеансов химиотерапии. Мы их провели, стерилизовали Джессику, но на этом ее несчастья не закончились. Дальше у нее начался гнойный цистит, и выяснилось, что у нее метастазы в мочевом. Мы опять сделали ей несколько сеансов химиотерапии по назначению и удалили остаток новообразования в мочевом пузыре. Сейчас Джессика полностью восстановилась после лечения. Но, к сожалению, она до сих пор находится в Якутске на передержке. Мы рассказали вам о Джесси с надеждой, что найдется самый милосердный, самый лучший человек и подарит настрадавшейся собачуле любовь и заботу. Джесси пережила так много боли и страданий, но, тем не менее, она остается жизнерадостной, умной и все понимающей. Каждое освободившееся место на передержке – это новая спасенная жизнь из ППЖ. Присмотритесь, она заслуживает счастья, она заслуживает быть домашней и любимой. Добрый человек, найдись. Мы с Джесси тебя очень ждем. И о щенках, которых мы забрали из ППЖ. Ранее у нас уже было видео о 3 щенках, которых мы забрали из ППЖ под свое кураторство. Но мы даже не подозревали, что в тот же день в этой же коробке остались еще 2 щенка. Беленькая девочка, фото которой прислали чуть позже, и темненький мальчик, фото которого даже не присылали, считая, что он не перспективен в пристройстве, и его мы уже увидели случайно в ночи. Конечно, мы их тоже забрали. Оставить их там умирать только потому, что они не с голубыми глазами, но это совсем неправильно. Там бы они точно погибли. Впоследствии выяснилось, что этих 2 малыша – однопомётники нашего Блюша. Нам даже удалось выйти на хозяйку этих щенков, которая разместила на пристройство их на Авито. Откликнулся мужчина, который ей позвонил и приехал, забрал их, сказав, что увезет в Улус, все у них будет хорошо, а на самом деле он сдал их в ППЖ. Несмотря на то, что не более суток малыши провели в ППЖ, коварный энтерит они все-таки успели подцепить. И началась борьба за жизнь. Не один день наша команда была как на иголках и днем, и ночью. К сожалению, Блюшу мы потеряли. Но остальные малыши пошли на поправку. Мэгги, Рэй
и Байт сейчас уже вне опасности. Приехали. Пеленочки пришли, сейчас пеленочки возьмем, да? Тут забыли одеяльце. Пришлось их в куртке нести. Моя, ты пастетики унюхал. Пастетики унюхал. Чё моя любина? Мега. Колюся. Колюся, покажи, что ты сделала с катетером. Покажи. Ну, покажи лапочку. По-моему, это даже не она, а Рэй. Потому что, видите, тут даже воротник он оторвал. Вообще бока впали, когда пропонусился. Потом паштетика поел, чуть-чуть подутулись. Так он вообще жердяй был вот такой вот широченный. Сейчас это... Не, по мусоркам не шастай. Нельзя. Подожди. Женщина, мы в клинику приехали, не балуй. Да, блин, ну как всегда, конечно. Да, все надо описывать. Сейчас меня ругать будут за вас. Кошмар. Рейшка. Рей. Ням-ням. Ням-ням, Рей. Ням-ням. Не хотим мы пастырик. Хотим? Не хотим. Не надо. Игрушку я пожую, сказать. Позую игрушечку, сказать. Мультики посмотрю, скажи, да? А, реклама идет. А так я мультик смотрел, сказать, да? Да. Рей. Мы шладки. Сейчас дядя Лялик опять будет завидовать. Мы очень благодарны всем, кто причастен к их спасению и выздоровлению. Конечно, нашим передержкам, клинике, всем тем, кто нас поддерживал финансово, морально, кто нам посылал лучики добра. Отдельная благодарность нашей передержке, которая 5 дней практически не спала, не сомкнула глаз, которая ставила и днями, и ночами капельницы, уколы. Теперь наша задача – найти малышам замечательных хозяев, найти им самый лучший дом. Как только малыши пройдут реабилитацию, восстановятся после этой тяжелой болезни, мы будем готовить их к отправке в Москву. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям. Друзья, присоединяйтесь к нашей группе, подписывайтесь на наш канал. Давайте вместе помогать и спасать якутских хвостиков.